Политика – это мы с вами. Если мы не будем ее вершить, то будут вершить ее против нас, против нашей воли, против наших интересов. Вы посмотрите, какой уровень коррупции. Вы посмотрите, как разбазаривают земли республиканские. Каким образом проводится кадровая политика. Для меня участие и выступление на митинге в Магасе было абсолютно уникальным жизненным опытом. Потому что я, вот как сейчас помню, мы приехали в Магас, и нельзя было въехать фактически в город, потому что и припарковаться, потому что люди со всей республики приехали в небольшую столицу. И было действительно такое ощущение, что вся республика сейчас приехала в город и на митинг. А сейчас, конечно, люди чувствуют, что с ними не только не хотят разговаривать, но на них хотят продемонстрировать всю суровость государственной репрессивной машины. Есть много людей в России, которые могут и должны делать определенные вещи. Журналисты должны, это их гражданский и профессиональный долг, писать о ванкуверском деле. У любого человека, будь это деятель культуры, науки, который имеет общественное влияние, к которому прислушиваются люди, я считаю, что они должны заявлять свою гражданскую позицию. Не так сложно понять, что человек не может быть арестован, не может быть приговорен к тюремному сроку за то, что он хочет, чтобы его слышали, за то, что он вышел на площадь своей столицы, своей республики и сказал, что услышьте меня, я не согласен, что вы делаете. Это есть такое право у каждого гражданина страны. Если мы не будем признавать такое самое простое право, то не будет страны. На протяжении многих лет на Кавказе мы очень часто видим материалы о внесудебных казнях, о похищении людей, об убийствах. То, что эти дела не расследуются так, как они должны были бы расследоваться. Как-то залечить те раны, которые за многие-многие годы нанесены. Это вообще ответственность каждого российского политика не забывать об этом и предпринимать усилия, причем очень продуманные, для того, чтобы попытаться это исправить. У нас был в истории период, скоро 100 лет будет большому террору, который может вполне вернуться еще лет 15-20 назад. Я думаю, что многие себе не могли представить, что могут наступить такие времена. Любой человек должен понимать, что не вступись он сейчас за этих людей, потом на их месте может оказаться он. И если он думает, что он где-то отсидится, не отсидится, потому что ты не знаешь, в чем ты завтра сможешь участвовать. Это может быть политический митинг, а может быть митинг, потому что у тебя отбирают твой садовый участок, или во дворе твоего дома хотят построить магазин или еще один дом. Ты сейчас думаешь, что это меня не касается, это тебя завтра может очень коснуться. А потом посмотрите, опять же, московские протесты, ведь были люди, которые не имели вообще никакого отношения к происходившему. Ты можешь просто идти по улице, и потому что кому-то захочется тебе подкинуть наркотики, чтобы получить еще одну звездочку, еще одно раскрытое дело и премию, или еще по каким-то причинам, и ты можешь оказаться фигурантом этого дела, если сейчас не защищать людей, которые находятся под прессингом. Это вообще в стране, которая пережила сталинский террор и не сделала из него настоящих выводов и не провела настоящую реальную реабилитацию осужденных, репрессированных людей, это везде тяжело. Но не везде были депортации и не везде такая сконцентрированность вот этих трагедий.
что самое ужасное, что государство не хочет признавать этой трагедии и считает, что можно сейчас все это задавить, сверху повесить красивую картинку, все будет хорошо. Но несколько минут будет хорошо, а потом будет очень плохо. Когда вы совершаете репрессии и агрессию по отношению к людям, то да, сначала вы делаете, а во вторую очередь это происходит по отношению к вам. Потому что как только запускается вот этот вот маховик репрессий, маховик террора, то остановить его потом очень сложно. И как минимум всех, кто причастен к нему, он точно перемалывает. Потому что молох тоталитаризма еще никто не отменил. Все его инициаторы, участники становятся его жертвами. Это очень опасный механизм. Не надо его запускать. Надо остановиться и сесть за стол и разговаривать.